Вставай! Вставай! В чем дело? Живот! Что случилось? Болит! Сходи в туалет. Я ходила! И что? Опять начал болеть! Боюсь! Чего можно бояться? Как чего бояться? Ну, наверное, ты простудилась. Ну, а что же может быть? А? Ну, как ты? Хорошо. Ну, вот видишь. А то я уже подумала. О чем? Да мне показалось, что начались схватки. Да этого не может быть, какие схватки. Тогда откуда же эта боль? Не знаю, наверное, тебя пучит живот. А что? А ты думаешь, это схватки какие-то? Пошевелился. Шевелится. Ему надо потерпеть еще несколько дней. Послушай, ну выброси эти страхи из головы. Ну, по крайней мере, остался еще целый месяц. Не о чем волноваться. Ты знаешь, говорят, в этих краях не было еще такого случая, чтобы дети рождались в наши сроки. Тебе раньше моя бабушка не говорила? Но говорят, такое случалось. А кого ты наслушалась? От твоей бабушки. А это было давно. Какая разница? Да мы еще с тобой даже не родились в это время. Беременную женщину заживо положили в гроб. Послушай, тебе не о чем волноваться. Еще, по крайней мере, 2 дня еще. Ну, наших коров, наших баранов, наших петухов и куриц даже вернут обратно, понимаешь? Ну, 3 месяца, 3 месяца. Ты родишь под залп орудий, он будет долго кричать, много кричать. И никто не будет бояться, потому что нечего будет бояться. Знаешь? Да. Я тебе скажу кое-что по секрету. Хочешь? Говори. Сюда больше не вернемся. Да, как те самые молодые пары, уехавшие до нас. Уедем и поселимся в низовье гор. И будем там ждать приближения старости. А вот потом уже и вернемся, как наши старики. Что, даже летом сюда не вернемся? Нет, я вернусь. А ты с сыном останешься. Мне просто нужно принести продукт. Без соли, муки и сахара не пропадут, понимаешь? Ты сказал сына. Откуда ты знаешь? Может, это будет девочка? Может, и девочка. Я и так слово сказал. Эх. Мудрец говорил. Старый мудрец. Страх парализует способность человека. Страх искажает мысли человека. Дайте познать своим детям страх, в причину которого вы погрузились. Нет. Я не позволю этому случиться. Бабушка, я вижу, ты не спишь. Что случилось, сынок? Я хотел бы спросить тебя кое о чем. Можно? Давай. Ты рассказывала матери недавно, мол, давным-давно одна женщина рожала. Ну, давно-давно. А почему тебя это интересует? Ну, моя жена напугана, бабушка. А она чего напугана? Ей чего бояться? Ее же это не касается. Бабушка, ну она молодая, неопытная, впечатлительная. Честно говоря, я заинтересовался, бабушка. Это давно было. Я тогда была такая же молодая, как твоя жена.
Нас было 4 невесты. 7 разом справили богатую свадьбу. Но до первой брачной ночи еще нельзя было быть вместе 4 месяца. Старейшины нам это все хорошо объяснили. Нам 3 удалось все это время избегать своих мужей. А одна пара ослушалась. И стали они встречаться каждую ночь. Ну а потом что же? У нее начались схватки на 3 месяца раньше срока. Ну а потом, что случилось, то случилось. Что случилось, бабушка? Что? Ну, закон-то всем известен. Позвали повитуху. Все чин-чином. Совет старейшин собрался и вынес решение. Ну а потом? И положили нашу подруженьку в гроб и закопали в свежевыгратой могиле. Так это ведь бесчеловечно, бабушка. А что? Это надо было, чтобы другие жить остались. А что делать такой над тобой горы? Так рисковать-то нельзя. Что делать? Что делать? Ну, не знаю, что делать. Может, рот роженицы завязать, чтобы она не кричала, что откуда я знаю, что делать. Нам запрещено думать-то. Нам же запрещено. Это так было и так будет. А когда опасность минет, тут мы начинали рожать друг за дружкой. И все тихонечко, со стиснутыми зубами. Все боялись, что нас лавина накроет. Да. Все мы. Это был невероятный крик. Эхо разливалось от горы к горе. А нам казалось, что этот крик младенца всех нас погубит. Да. Запомни, сынок, даже самые строгие законы для счастья людей. Что? Да какое это счастье, бабушка? Какое счастье? Как можно построить счастье на чужих могилах? Как совесть-то успокоить, скажи мне? Так кто тебе это в голову вбил-то? Не смей ты уже думать об этом. Ты посмотри, запомни. Одно несчастье лучше 1000 советов. Вот посмотри, 50 лет, как эта смерть никого за собой не увела. Смотри. Там твой сын. Ты чего не спишь? Есть хочу. Поспи еще немного. Я проголодалась. Ждешь, пока я тебе все приготовлю. Да если бы меня ноги держали, разве я тебя просила о чем-нибудь? Не кроши на кровать. А я что, когда-нибудь крошила? А я не сказала, что ты крошила, я сказала, не кроши. А если я никогда не крошила, почему ты говоришь, что я крошила? Значит, все-таки аккуратно кушай. Ты меня раздражаешь своими пустыми разговорами. Если бы ты ко мне не приставала, я бы тебе ничего не говорила. Все, хватит уже. Ты это, сухомятина мне даже в горло не лезет. Не хватало еще, чтобы ты чаю попросила. Ну дай хоть воды. Ты что, здесь был? У нас сегодня много дел. Надо готовиться. Воды-то хоть дай. Поднимай всех. Как же даст твоя мать всех перебудить?
просто попросился. Все кушать. Сынок, подними ее. Принеси табуретку. Держи. Не время. Еще не время. Отнеси, положи. Сынок. Отец, а как там выдавка? На 3 пальца пустоты вчера была. Вчера? А может быть, я пойду посмотрю? Связь. Сейчас. Отец! Отец! 2,5. 2,5. Хорошо. Хорошо. 2,5, понимаешь? Может, сегодня растает. Тогда и за уши возьмемся. А если нет, то уж наверняка завтра к вечеру растает. Мам. А что отца не разбудила? Пусть поспит. А то я его сама потом покормлю, а то не даст нам Какой мужик был кремень! Люди говорили, каким станет этот волк, когда состарится. Посмотрите на этого старого волка. Вон он лежит. Волк старый. Всем бы такого мужа. Сам о себе заботится. Это тебе так кажется. Вставай, вставай. Давай. Посадите отца. Дай руку, отец. Давай. Давай. Иди сюда. Иди сюда.
Иди, иди. Тихо. Все ушли, отец. Все молодые ушли. Ушли и не вернулись. А вот мы вернулись. Поешь, отец. Как только лето заканчивается, мы сюда возвращаемся. С сахаром, с солью, с мукой, с пшеницей, с ячменем. Все, что дорабатывали летом, привозили сюда. Привозили, чтобы накормить вас. Все время мы вас учили, чтобы тихо разговаривать. Вот мы и приехали. Приехали, и я должен первым выстрелить. Ведь так и было. Как всегда и будет. Сынок, когда будем стрелять? Наверное, завтра, отец. Да. Тот, кто вырастил ребенка, тот настоящий храбрец. Вот. Я хочу сказать, будем стрелять. Будем стрелять. Ой, знаешь, сынок, меня часто обижают. Мол, приехал, как сон, перед смертью чувствует, что хочет умирать на родине. Да Господь с вами, отец. Мы-то знаем, для чего ты приехал. Потому что ты любишь здешние места. Я и сам не знаю, почему сюда приехал. Что ем, что пью, все безвкусица. Даже стрелять кто неохотно. Нет, уже порох подгодится. Отец. Порох был. Разве это жизнь? Пороховницы были. Да что толку нам было от твоего пороха? Поишь лучше что-нибудь. Как они мне надоели. Это, друг мой, если ты живешь, и порох должен быть, и пороховница. Иначе что это за жизнь? Был порох в пороховницах, то только другие жили в свое удовольствие. Что нам проку было от твоего пороха? Это ты никогда не поймешь. Не поймешь, конечно. Ружье ему, стреляй. Стреляй хоть 3 раза в день. Толку от этого. Каждый день мед есть, тоже оскомина во рту будет. Замолчи. Не лезь не в свое дело. Ишь, как разговорился-то. Ой-ой-ой. Ты еще поплачь. Распусти свои слюни тут перед всеми. Поплачь еще. Как ты разговариваешь со своим мужем? Хватит, сколько ты с меня крови попил.
Лучше чаю попей. Хоть что-нибудь так ляпнется тебе в желудок. Раз зубов нет. Был бы жив мой старший брат, сидел бы рядом со мной. Он таким скрытным мальчиком был. Мы все боялись схода во время, а он больше всех боялся. Ночью иногда просыпался от ужаса и кричит. А я спрашиваю, что случилось? А он молчит. А он однажды говорит, я что-то тебе по секрету скажу. Ну, говори, я говорю. Знаешь, я хочу выйти и закричать. Я говорю, что ты? А если лавина сойдет, мы все умрем. А он, а что? Я уже не хочу бояться. А что бояться, он говорит? Зачем? Лучше умереть, чем всю жизнь в страхе жить. Боже мой! А вдруг действительно он закричит. Действительно он закричит. Мой старший брат закричит. Боли не испытывала. Это нестерпимо. Это схватки. Что делать? Ну, послушай, не может быть этого. Ты помнишь, мы вначале же были года вместе. Ну, еще как минимум за месяц. Да еще прибавь дней 10, ну, вспомни. Я еще волновался. Ты невестки не видел? Не в комнате. А что? Бросила грязную посуду. Ты ее не напрягай. Ей скоро рожать. Вот бы у меня был такой заботливый свекор. Со мной так никто не цацкался. Что там прошлое ворошить? Как чуть что меня касается, так не ворожи прошлое. Я, между прочим, за ними обеими ухаживаю. Сразу. И будешь ухаживать. Такова твоя доля. А наши дети за нами будут ухаживать. Удивляюсь я. Как ты можешь надеяться на помощь нынешней молодежи? Вот увидишь, родится у них ребенок. Уедут. И что, думаешь, вернуться? И вернуться. Мой сын не такой. Он вернется. Он-то, может, и не такой. Но вот отпустит ли его невестка? Он вон, как его вот заглядывает. Как будто у других нет беременных жен.
Брось ты свои свекровские замашки. Как же, что меня касается? Так свекровские замашки. Ну что с тобой, а? Ну что с тобой? Ты что же была молодухой? Я никогда в жизни не забуду, как ты относилась к моей матери. И до сих пор изводишь беднягу. Ну как ты? Успокойся, все. Что ты загорелась? Все. Успокойся. Все хорошо. Вот видишь. Пойдем в гостиную. Ты запуталась. Вставай. Я первый пойду. Не утруждай себя, моя девочка, я домой. Мама, да у нее просто голова заболела. Ну что ты сразу? Сынок. Я это... Пойдем, бабушка, пойдем. Чтоб тебе лопнуть. Ну хотя бы она в состоянии говорить. А если бы она вообще не говорила, каково было бы нам? Каково было бы нам? Смирились бы. Другого выхода нет. Если хоть кто-нибудь, хоть самую капельку мне помог бы. Не сердитесь на меня, мама. Я стала такая неповоротливая. Но я постараюсь вам помочь по мере сил. Мам. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо, мои родные. Дай Бог вам счастья. Здорового ребеночка, здорового. Вашими молитвами, бабушка. Спасибо. Спасибо, сынок. Спасибо. Будь здоровы. Не смей, я говорю, не смей этого делать. Не смей закричать, я говорю. А он говорит, а я не могу говорить. Потом я начал за ним присматривать. Он в туалет идет, а я за ним. Он туда идет, а я за ним. Однажды он говорит, я кричать уже не хочу. Я как обрадовался. Действительно так, я говорю. Да. Знаешь, что я сделаю, говорю? Я лучше возьму ружье и буду стрелять. Боже мой. А если лавина? Да что там лавина? Целый каскад лавина насыпется, он говорит. Я пошел, и я все рассказал. А отец знаешь, что говорит? Хорошо, что он не будет кричать,
А мы патроны спрячем, говорит. А вдруг он со злости выбежит и закричит. И отец мой действительно сильно задумался. Да, отец, я говорю, ты должен пойти и сообщить это все совет старейшин, я говорю. Иначе мы будем виноваты. Да, да, действительно, отец сильно задумался. Уж сколько раз он толдонит одно и то же. Даже я уже раза 3 слышала. Но никто из вас не слышал эту историю больше, чем я. Когда мы отсюда уехали, первые несколько месяцев он каждый день об этом говорил. Что ни говори, а у него до сих пор из-за этой истории на душе кошки скребут. Боюсь, что до самой смерти эта боль его не отпустит. Да, да, отец говорит, ты прав, говорит отец. И пошел совет старейшин, все рассказал. Они выслушали, а потом отец спрашивает, ну что с моим сыном будет? Отец спрашивает. Они говорят, мы же не можем ждать, пока лавина на нас обрушится. Мы завяжем руки, ноги, рот закроем, заткнем и подальше. И насколько я спрашиваю, он пока не имеет опасно схода лавин. Боже мой! Действительно, они пришли, завязали руки, ноги и заткнули рот, и в казенный дом пустили. Боже мой! Я спрашиваю, насколько это без еды, без питья может жить человек? Они даже не стали слушать. Держали его 15 дней. Правда, прикармливали иногда. Кто в рот заткнет пищу, чтобы не закричал, другой рукой рот закрывал. Легко сказать, 15 дней. А потом пришли и сказали, изверги, ваш сын умер. Сам ли он умер? Или его задушили? Душа... Все. А потом что было, бабушка? А потом родился мой первый сын, твой отец. И как только выпал первый снег, мы отсюда уехали. Первое время все время молчали, боялись говорить. А жили мы среди переселенцев из здешних мест. А местные нас очень любили. Мы же все время молчали, мы всех слушали. Нам самую грязную работу давали. Мы за все брались и работали. Да. А местные, они такие были шумные. Все время ссорились, смеялись, хохотали, танцевали.
нам говорить про здешние места не разрешали. Они говорили, мы приняли, работу вам дали. Вы нам тут панику не поднимайте. Живите, раз разрешаем. Да. Потом у меня родился второй сын, умер. Потом доченька тоже умерла. А потом он меняться стал. Каждый день стал приходить пьяный. Я ему говорю, что ж ты делаешь? Ты почему пьешь? А он говорит, тоска меня по брату гложет. Не могу, говорит, жить с этой болью. Я верила. А потом выяснилось, что он ходит к другой женщине. Чего? Да. А потом начал приходовать всех местных баб. Да. Причем я ему говорю, что ж ты делаешь? А он говорит, не трогай меня. У меня такая боль в груди, тоска меня гложет. Вот так я узнала, как бедные бабы расхлебывают, когда эти мужики тоску свою заглушают. И сколько горя на их долю выпадает. А она соседка была, так она про все его прохождения знала. Пришла и говорит, дорогая моя, надо мужа возвращать. Есть разные способы, чтобы мужа вернуть. Ты, говорит, прихорошись, принарядись и встреть мужа. Я прихорошилась. Да он даже не заметил. Потом она говорит, надо готовить его любимую еду. Я готовлю любимую еду, но он-то ее не ест, потому что он в другом месте столуется и сытый приходит. Пьяный и сытый. Так я узнала, как трудно накормить сытого человека. Опять соседка приходит и говорит, надо, чтобы ты и ребенок болели. Потому как, если вы будете болеть, ему деться некуда. Он должен за вами ухаживать. Так я и сделала. Так мужа и вернула. Вы не смотрите, что он тут ангелочком лежит. Он с меня столько крови попил. Господи, Боже ты мой. Хлебнула я с тобой, горюшка, хлебнула. Волк ты мой, волк. Сынок, невестка! Твоя мать может хотеть. Мама, ты можешь... Да какая разница, могу я ходить или не могу? У вас невестка рожает. Ты слышала? Невестка рожает. Что случилось, сынок? В чем дело? Ничего не случилось. У меня просто разболелся живот. Сейчас пройдет. Живот. Боже мой, это роды! Роды! Боже, помощник воды! В конце концов, что же происходит? Ты можешь мне объяснить или нет? Да ничего не случилось. Надеюсь, у него просто живот болит. Это совершенно не похоже на желудочную боль. Уж сколько раз прожала, я знаю. Это схватки, схватки. Боже мой. Все прошло. Боже мой, что теперь будет? Все прошло. Все хорошо. Вот, все хорошо. Вот видите? Все прошло. Все прошло. Все хорошо. Ничего не прошло. Это просто промежуток между схватками. Скоро опять начнутся. Откуда тебе известно, мама? Кому знать, как не мне? Пусть только двое моих детей выжили. Я такое испытывала 6 раз. Давайте на чистоту. Это родовые схватки. Ну откуда ты знаешь, мама? Как будто ты не слышала, о чем я только что говорила.
Надо удостовериться. А все прошло. У меня все хорошо. Просто у меня болел живот. А сейчас не болит. А так и будет. Поболит, потом перестанет. А потом опять поболит, опять перестанет. А потом опять. Ну так что же? А так, иди позови повитуху. Надо все это проверить. Если на самом деле это так и есть, мы должны понять, потому что это только может подсказать повитуха. Ну, отец. Да, иди позови. А если это схватки, тогда и будем думать, как поступить. А пока все равно делать нечего. Нужно позвать повитуху. Да, мы не можем рисковать жизнью всех людей, понимаешь? Об этих вещах надо сразу сообщать, потому что такие правила у нас. Иди позови повитуху. Не позову, отец. Иди позови повитуху, быстро. Быстро. Ну не надо. Ну давайте подождем. Да у нее и раньше это было. Ну а сходила она в туалет и все прошло. Ну давайте немного подождем. Да чего-то ждать? Ты хочешь, чтобы она на моих глазах разводилась? Да не рожает она, отец. Откуда ты знаешь? Иди позови повитуху. Маменька, не надо пороть горячку, маменька. Давайте немного подождем, ну. Подождите, мам. Смотрите, все прошло. Я чувствую себя отлично. Вот. Клянусь вам, это не схватки. А если не схватки, чего ты боишься? Придет повитуха, посмотрит. И тебе будет спокойно, и нам. Правильно я говорю, сын? Мать права. Мы должны позвать и убедиться лишний раз, что это не схватки. А если все-таки это схватки? А если это схватки, мы же тебе уже сказали. Разве ты забыл, что больше всех виноват тот, кто покрывает возможные опасности? Маменька. Подождите. А может вы до назначенного дня были вместе? Да как ты мог обо мне такой подумать, отец? А разве так? Почему ты не хочешь идти к повитухе? Скажи мне. Скажи, почему ты не хочешь идти к повитухе? Скажи, я тебе приказываю. Объясни мне, пожалуйста. Отец, сукин сын, ты представляешь, что ты натворила? Ты представляешь, опозорил весь наш род, сукин сын, жеребчатый бычок. Кто ты такой? Я еще не знаю ни стыда, ни совести. Вот такое, что ты натворил. Тебе клянусь, ничего не было. Ты его в покое говоришь, не было ничего. Не было ничего, отец, клянусь, вам не было. Опозорил. Опять, сынок. Ну, раз так, лишний раз мы должны убедиться и позвать повитуху. И мы будем спокойны, и вы тоже будете спокойны. Иди зови повитуху. А что мне ей сказать-то? Скажешь так, что ты заподозрили с невесткой. Мы хотим, чтобы ты посмотрела. Поняла? И мы должны успокоиться. Нельзя, чтобы подумали, что мы затянули ее вызов. Быстрее! Ну что? Сказала. А она что? Сейчас придет. А почему с собой не привезла? Она сказала, что вначале должна сообщить охранникам. Какой порядок.
Дай-то Бог. А может, это и не схватки вовсе? Дай-то Бог. Ты на меня не сердишься. Как я могу на вас сердиться? А что мне оставалось делать? Если бы не я, кто-нибудь другой обязательно сообщил об этом. Сынок, идут. Мне страшно. Идут. Добро пожаловать. Да пусть на счастье войдешь ты в наш дом. Да пусть Бог даст тебе столько же лет, сколько и мне, чтоб ты... Это не схватки, понимаете? Это не схватки. Дай-то Бог с ним. Господи, выпьете чего-нибудь. В таких случаях время очень важно. Не будем затягивать. Если это не то, чего мы боимся, я с вами перед уходом попью кофейку. Дай-то Бог. Дай-то Бог. Дай Бог. Невеста. Ты выйди. Доброго вам дня. А что ты стоишь, садись? Желаю тебе поскорее поздравить, девочка моя. Спасибо, тетушка. Вначале потолкуем немного. Только отвечай честно. Договорились? Договорились. Когда ты первый раз провела ночь со своим мужем? В середине декабря. А до этого что-то между вами было? Ну, например, поцелуй и все такое прочее. Ну, может, по незнанию вы немножечко перешли дозволенное. Ты не должна это от меня скрывать. Да я ничего не скрываю. Да я для твоего же блага спрашиваю. Да клянусь вам, ничего не было. Мне страшно. Нечего бояться, нечего. Нечего бояться. По времени все сходится. А моему расчету до родов еще по меньше месяц. Ну, перестала ты бояться. Перестала. Ну, теперь можно тебя посмотреть. Иди сюда. Вспомни, когда первый раз почувствовала боль. Еще не рассвело. А потом? А потом была еще боль. А потом? А потом еще была. А потом прошло. А потом? Больше не было. Знаешь что, доченька, я ведь мать твою хорошо знаю. Много лет соседями были. Мне очень жаль. Но я обязана об этом сообщить совету старейшин. Да и других надо подумать. Скажи им про последние схватки. Договорились? Договорились. А то и домашним придется пострадать. Еще не забывай. Бог наш щедрый на надежду. Отец с матерью смогут со мной пойти? Нет, 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 это не по-правилам. Ну хотя бы маму позвали. Нет такого обычая. Решение вынесут в этом доме. В таком деле волю чувства никто не даст. Что? Руки бы помыть. Что это не схватки? Я бы очень хотела, чтобы это было так. Но, видно, не судьба. Кофе с вами пить уж не буду. Не держите на меня зла. Это закон. Я обязана сообщить. Ну, что вам сказать? Мужайтесь.
Ты жди здесь. Худо бедно ходишь. Сдавай-ка и ты. Цепляйся к матери. Проявим побольше уважения. Если хотите знать правду, мой брат не сам умер. Его задушили. Вот он задушил. Вот он, охранник, задушил. Это не тот охранник. Он все перепутал. Нет, ничего я не перепутал. Это он задушил. Ну что ты? Отец, ну кого мы задушили? Вы. Я никого не душил. Ну что он несет? Я вас очень прошу. Отец мой очень старый человек. Он сейчас вспоминает то, что когда-то было, и думает, что это происходит сейчас. Вы ему простите, он очень старый человек. Охранник, убийца. Отец, это уже невозможно вынести. Прошу, отец, ты можешь замолчать? В конце концов, я прошу тебя, я твой сын, замолчи. Охранник, убийца. Молчи. Молчи. Идут. Здравствуйте. Добро пожаловать. Где вы расположитесь? Милости просим. Вот здесь. Удобно. Садитесь. Чего-нибудь еще? От разговора во рту может пересохнуть. Водички, пожалуйста, принесите. На все стаканы. Спасибо, дочка. А где же невестка? Ей прийти. Пусть прямо сейчас придет. Не будем терять времени. Я позову. Пока не придет невестка, ни о чем говорить нельзя. Так ведь? Все правильно. Хорошо. Ведь как прийти сюда, мы провели уровень воды в катке. Но с сожалением увидели, что уровень воды в катке должен подняться еще на 2 пальца. Это значит, что сегодня, самое позднее завтра, вода в катке поднимется до положенного уровня, и тогда опасность минует. Будем устраивать свадьбу, веселиться, будут рождаться дети. И вот когда все мы пребываем в нетерпении, ожидая их возвращения, к нам приходит повитуха и сообщает об этой непредвиденной ситуации. Я очень огорчен тем, что впервые за последние 50 лет мы столкнулись с подобной ситуацией. И мы все, и я, и члены нашей общины очень расстроены. Но мы должны
подчиниться правилам. И не теряя времени, мы сейчас выполним положенную процедуру. Итак, когда вам сообщили? Только что. Я сразу пришла и на месте все посмотрела. И вы? Мне очень жаль, но хочу заявить, что невестка рожает. И вы уверены? Абсолютно. Хорошо. Садись. Теперь вы. Вам известно, что для того, чтобы роды прошли в нормальных условиях, они должны произойти не ранее, чем через месяц. У вас же роды происходят в период, когда опасность схода лавины еще не миновала. Вам, конечно же, известно, что тем самым вы, подвергая опасности жизнь других людей, совершили самый серьезный проступок. Известно. Известно. Но в этом же нет нашей вины. Уважаемый председатель, можно я скажу 2 слова? Говорите, только не затягивайте. Мой сын говорит правду. Действительно, они не встречались до назначенного дня. Да вы даже притронуться им друг к другу не давали. Без разрешения не выступать. Понятно? Понятно, господин понятно. председатель. Предположим, все произошло вовремя. Вот дальше я затрудняюсь понять, к чему вы клоните. Это преждевременные роды, господин председатель. Да, уважаемый председатель, это преждевременные роды. То есть мы не виноваты? Так или это? Какая уже разница? Мы же здесь спорим не о том, что ранние роды или поздние. В данный момент, то есть, когда опасность схода лавин еще не миновала, ваша жена оказалась в таком положении. Процедура известна. Это молодая женщина без промедления будет замурована в гроб и передана земле. Утешением нас служит то, что вы осознаете. Мы тоже крайне огорчены тем, что приходится прибегать к такому решению. Господин председатель. Спорить больше не о чем. Потому что эта молодая женщина может родить в любую минуту. Неужели мне нужно опять повторять вам, какие последствия это может привести? Смотрите, если у повитухи есть возражение, можно еще немного помедлить с осуществлением этого решения, еще обсудить ситуацию. Потому что в этом случае лишь вы одна имеете право возразить. Итак, вы имеете какое-нибудь против этого решения? Нет, уважаемый председатель. Тогда приговор должен быть исполнен безотлагательно. Эй ты, отсуди преступникам, а не мою невестку. Осуди их. Кто убил моего брата? Мою жену обвиняют в том и наказывают за то, в чем она не виновата. Видите ли, закон какой-то. Но она ничего не сделала против этого закона. Все было вовремя. И свадьба, и первая брачная ночь, все было вовремя, понимаете? Сынок, мы уже говорили об этом. Вообще-то мы впервые встречаемся с такой ситуацией. А что же ты хотел? Сейчас займемся обсуждением законов, и пусть гибнут столько народу. Я не хочу, чтобы люди гибли. Но пусть живет и моя жена. Юноша, я понимаю твое горе. Мы тоже были молоды. Мы тоже любили. Но
ради жизни других людей надо найти в себе сил удержать это горе. Выдержать это горе. Понимаете? Ведь так сразу не рожают. Не рожают. Я умоляю вас. Я умоляю вас, ну давайте немного подождем. Это невозможно. Я не могу ставить под угрозу лишь жизнь всего нашего народа. Или одна твоя жена, или все остальные. А как же быть с криком новорожденного? А как же? Мы все окажемся под лавиной. Если вы будете еще дальше пытаться с нами спорить, мы будем вынуждены принять такое же решение относительно тебя. Замолчи сейчас же. Господин председатель, я умоляю вас, что Отец! Отец! Вы удивили меня, юноша. Но я прощаю, понимая ту боль, которую вы сейчас испытываете. Я удержу меня. Готовьте женщину. Я тебя предупредил. Слово серебро, молчание золото. Эй, ты, осуди преступников. Осуди, но ты не можешь осудить. Что он там болтает? Потому что они тебя... Заткни ему рот! Поторопитесь, пожалуйста. Готово, председатель? Хорошо. Вы все остаетесь на своих местах. Вы остаетесь в доме, пока не исполнится это решение. Ты остаешься здесь. Поднимитесь. Проследим за исполнением. Стоять! Стоять, я сказал! Сынок, что ты задумал? Что все это значит? Я сказал, стойте! Разве это возможно? Что все это значит? Не заставляйте меня нажать на курок. Стойте! Разве это возможно, сынок? Ведь если ты нажмешь на курок, ружье выстрелит. А если ружье выстрелит? О, Господи! Да мы все умрем. Умрем. Или моя жена будет жить, или мы все подохнем. Сынок, опусти, очнись. Что ж, ты нас тоже убить хочешь? Да мы же все погибнем, сынок. Не вмешивайтесь, отец. Как же ты не вмешиваешься, отец? Да что теперь? Моя жена должна умереть. Я должен все сделать для того, чтобы моя жена и мой ребенок остались жить. Что ты можешь сделать? Уже тоже сегодня. Это найдется и другая женщина, родится другой ребенок. Ты же станешь отцом-убийцей. Молодец, мой племянник. Молодец. Вы меня не понимаете. Стойте. Оставайтесь на местах своих. Развяжи ее. Развяжи, я сказал. Развяжи. Вода в горле пересохла, можно воды. Пей. Эй, ты. Значит, будет. Чего мы ждем? Эй, ты ведь тоже отец? А ну-ка, иди посмотри, как там вода в катке. Поторапливайся. Эй, ты, осуди убийц моего брата. Один палец. И схваток больше не было. Так, может быть, повитуха ошиблась? Это не схватки? Ну, а вы торопились так. Так где вы видите, что у моей жены схватки? Ну, Да что ты говоришь, сынок? Что, по-твоему, повитуха неправду сказала? А как же мы? Твоя мать, отец, они все погибнут. Да что, тебе не жалко всех их? Боже мой. завяжи. Завяжи рот. Женщина скоро родит. Завяжи рот. Отведи ее в комнату. Ты, проходи быстрее. Иди, помоги. Мамочка. Сычанка, нечего ты быстро. Помоги, мамочка. Поторапливайся, ну. А как же крик
Ребенка! Зачем погибли? Погибли! Замолчите, я сказал! Да что? Этот мой племянник. Настоящий лев! Внук! Понятно тебе? Надо закрыть новорожденному. Вот нам и конец пришел. Нужно держать рот ребенка закрыт, пока не поднакопится. Отец, что? Замолчи, я же твой сын, все ж таки. Я тебя вырастила, чтобы от твоей руки погибнуть. Заклинаю тебя своим молоком и пищей, которую тебя выкормила. Замолчите, мамочка, замолчите. Стоять. Не пытайся больше этого повторить, понял? Надо закрытым рот держать новорожденного и спирать. Так, держите рот новорожденного, пока не наполнится катка еще. Не сошла. Амина не сойдет. А может и не сойдет. Дай-то Бог. Замолчите! Дедушка, дедушка, иди сюда, дедушка. Держи, дедушка. Отдай, сказал.